Проблем у ботанического сада за последние 30 лет накопилось очень много. В первую очередь, это, конечно же, недостаточное, неполноценное финансирование. Тот посадочный материал, который рекомендует наш институт, это адаптированные, изученные, акклиматизированные именно для условий Кыргызстана. И самая основная проблема, которая не дает в настоящее время полноценно развиваться, полноценно выполнять свою функцию как научно-исследовательский институт, это же, конечно, недостаточное финансирование. Конечно же, функция и миссия ботанического сада – это создание коллекции, в первую очередь, не в естественных условиях, а искусственно созданная коллекция. Здесь на сегодня собрано более 6 тысяч коллекционного фонда. Ведутся очень, даже при этой низкой минимальном финансировании, ведутся научные исследования. Мы можем предложить и предлагаем нашим фермерам, сельскому хозяйству, мы тесно работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики, предлагаем наши сорта, и сейчас фермеры, те, которые знают нас по всему Кыргызстану, они закупают у нас эти наши саженцы и выращивают у себя. Значимость как научно-исследовательского института для Кыргызстана и для мировой науки в области сохранения биоразнообразия наш институт имеет очень большое значение. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 224 ботаническими садами и арборетумами из 45 стран мира. Мы являемся членами 5 международных организаций, которые направлены на сохранение биоразнообразия в Кыргызстане, в Центральной Азии, на территории СНГ. Недофинансирование, оно повлияло на очень многие направления нашей деятельности, в том числе и на поддержание территории, а это очень важно, потому что любой ботанический сад должен быть презентабельным. Многие могут и говорят, что вот сад запущен, имеет не очень ухоженный вид, часто случаются пожары, там мусор лежит где-то. Но ведь я бы хотела задать вопрос этим же жителям, этим же критикам, которые говорят, что вот сложилась такая ситуация. А кто виноват? Ведь мы, научные сотрудники, которые работают при той зарплате, которая даже ниже прожиточного минимума в Бишкеке, это фанаты своего дела, они сохраняют и продолжают работать при таких вот условиях. Я считаю, что здесь будет просто парк с аттракционами. И научный статус наш институт просто потеряет. А кто будет давать рекомендации, которые разрабатываются нашими сотрудниками для рекомендаций по посадочному материалу для Кыргызстана в плане озеленения, в плане зеленого строительства? У нас сегодня интродуцированных около 100 лекарственных растений, например. Более 12 тысяч в коллекционном фонде. Это только наименование. Здесь у нас 41 субэндемик. Здесь у нас около 20 эндемиков краснокнижных растений. Платный вход существует, применяется во всех ботанических садах мира, во всех, частные, государственные, не имеет значения. Во всех ботсадах мира вход платный. Вопрос только в его размере. Сколько? Например, самые ближайшие, мы делали такой анализ, наши ботанические сады наших ближайших соседей, если перевести в сомы, то это от 60 сомов до 7, 8, 12 тысяч. Это зависит от той формы, какую услугу предоставляет ботанический сад. В среднем, в зависимости от сезона, например, если в зимнее время это 200-300 человек в день заходит, то в летнее время иногда доходит до несколько сот человек. И в среднем, если на взрослого человека вход будет стоить 50 сомов, а это минимальное, даже по Кыргызстану, с учетом того, что эта территория находится в черте населенного пункта, то доход в год составит дополнительный 3-3,5 миллиона сомов. В 2021 году было предусмотрено 37 миллионов
Это наш план был. Но фактически нам выделили 20 миллионов суммы. На 22 год мы планировали почти 40 миллионов, но нам утвердили 20 миллионов суммы. Это почти половина. И это говорит о том, что мы в этом году опять не сможем приобрести специальную технику, которая для нас необходима. Мы здесь не сможем произвести очистку территории от сорных и инвазивных растений, кустарников в основном, и сухостоя. Есть утвержденные статьи. Это в первую очередь, конечно же, зарплаты, отчисления, налоговые, там, социальный фонд. Это небольшая сумма предусмотрена на текущий ремонт и приобретение необходимых хозяйственных, электрических, там, санитарно-хозяйственных материалов. Оранжерея наша единственная в Кыргызстане с растениями тропиков и субтропиков. Одного только вида кактусов там собрано более 250. Это уникальная коллекция. И там работают люди, которые действительно сердцем и душой преданы своему делу.